Несомненно, Рицинский реликтовый национальный парк является одним из главных достопримечательностей нашей республики. Из года в год туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы воочию увидеть кристально чистое озеро в окружении величественных гор. В Абхазии я была в 1982 году. Впечатление Рица оставила, конечно, необыкновенное. Теперь вот спустя больше, наверное, 30 лет захотелось сюда вернуться, посмотреть именно в осенний период. Такого у нас нет. И слов таких подобрать очень трудно, красивых. Очень красиво. Я приятно удивлен. Природа просто, это супер просто. Все очень впечатляет. Тем более из холодного Санкт-Петербурга в лето вернуться. Это большой плюс. Рицинский реликтовый национальный парк был основан 22 года назад на базе Рицинского заповедника, который создали в 1930 году. На территории парка в 390 квадратных километров соседствуют уникальные творения природы и памятники истории. Парк разделен на две функциональные зоны – заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную, где разрешены туризм, отдых, курортное лечение, научно-исследовательская работа. По сравнению с прошлым годом количество туристов, посетивших Рицинский реликтовый национальный парк, в нынешнем году возросло примерно на 11,5 тысяч человек. Несмотря на пессимистические такие прогнозы, что этот год будет гораздо хуже, чем прошлый год, тем не менее летний сезон у нас состоялся. На сегодняшний день где-то более 380 тысяч посетило Рицинский парк, это взрослых и детей, и сумма где-то более 126 миллионов рублей. За последние годы территория РРНП преобразилась, и руководство национального парка делает все возможное для улучшения качества отдыха туристов. Отсутствие мусора и бытовых отходов на обочинах дороги свидетельствует о том, что соблюдение чистоты на территории парка в приоритете. Вдоль дороги выставлены контейнеры для мусора, установлены знаки безопасности и дорожные знаки. Для удобного передвижения автотранспорта сотрудники Рицинского парка часто проводят ямочный ремонт дороги, а в наиболее опасных участках трассы возвели подпорные стены и берегоукрепительные сооружения. Вокруг самого озера Рица были заменены обветшавшие канализационные и водопроводные трубы. А на смотровой площадке функционируют новые медицинские и милицейские пункты. При этом грубых правонарушений за нынешний курортный сезон на Рице не зафиксировано. У нас все было спокойно, стабильно, без происшествий. Зарегистрированного уголовного характера у нас не было. Удачный сезон прошел. И мы старались, чтобы было все стабильно и без происшествий, конечно. Руководство тоже с нами работает, ежедневно поднимаются с проверками. На территории национального парка, безусловно, основными объектами посещения туристов являются озеро Рица, Голубое озеро, горные водопады Ауатхара, перевал Плыв, озеро Мзым. Но в этом году открыт еще один маршрут, который не менее интересен – путь к дольменам 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры. Вот в этом году дорогу мы подсыпали, укрепили на Кушбаяшинском направлении к дольменам 3-го тысячелетия до нашей эры. Также этот маршрут. И понимаете, благодаря вот этих новых маршрутов интерес к Рицинскому парку не угасает. На территории Рицинского реликтового национального парка расположено немало кафе, ресторанов и домов отдыха. Все они выдержаны в едином национальном стиле. По словам директора парка Риты Лоло, с незаконным строительством здесь проблем нет. За последние годы даже случаи незаконной охоты в парке заметно сократились. Сказать, что с браконьерством, знаете, на 100% мы смогли справиться, это не совсем правильно. Но, тем не менее, такие большие сдвиги есть. У нас Рицинский весь национальный парк поделен по секторам на лесничество. И в каждом лесничестве у нас есть дом лесника, где все необходимо есть, чтобы нести, как вам сказать, круглосуточное дежурство. И вот поэтому более-менее этот вопрос у нас решен. В этом году руководство Рицинского парка планирует обновить пансионат Ауатхара, который пользуется большой популярностью у туристов и местных жителей. Заболоченная территория пансионата будет осушена, а на месте старых обветшавших коттеджей построят современные, благоустроенные. Алика Трапш, Давид Хашиг, Абхазское телевидение.